представлены из разного рода старейшины и уважаемые люди. Экскурсоводы с туристическими группами не раз останавливались у этого барельефа, который иллюстрирует один из главных исторических эпизодов Ингушетии. Памятник первым встречает всех гостей мемориала памяти и славы, поэтому о нем знают многие. Но сам склон Бартобоси, где был подписан акт присяги ингушского народа, всегда оставался у многих современников лишь в воображении. Поэтому региональный комитет по туризму организовал культурно-просветительскую поездку в село Ангушт, чтобы показать те самые места не на бронзовой плите, а вживую. До селения от Насыркорта через Северную Осетию путь не близкий, около часа езды. Ангушт – первое поселение, основанное ингушами на равнине. Здесь сохранилось и старинное кладбище с надгробными камнями XVIII века. На окраине селения, наконец, виднеется и сам склон. Здесь в 1770 году, 17 марта, ингуши, ряд ингушских обществ присягнули на верность царю. И здесь так пришло такое событие, которое в нашей истории называется «Добровольное хождение Ингушетии в состав России». Мероприятие оно проходило как-то празднично. Здесь 3 дня проходили праздничные гуляния, варились в больших котлах мясо. Ребятам повезло, эта местность сегодня не скрыта туманом. При ясной погоде склон можно увидеть даже на таком большом расстоянии. Здесь нет ни памятников, ни других отличительных знаков. Лишь сам склон, молча свидетельствующий о давно минувших событиях. Я считаю, что ингушам, всему народу обязательно знать эту историю. Как они вошли, в каком месте, и при каких обстоятельствах. Многие наши студенты, многие школьники об этом не знают, и мы, так сказать, стараемся изменить в этом направлении. Мы устраиваем многие маршруты, многие экскурсионные походы, что для того, чтобы наше подрастающее поколение знало об этом. О предстоящей экскурсии Ахмед Тачиев узнал в социальных сетях. Он, не раздумывая, отправился в поездку. Ветеринар по профессии в этом селе был почти 25 лет назад. Совсем мальчишкой он бегал по сельским улицам, когда приезжал в гости к родственникам. Тогда он, конечно, не предполагал, что, взглянув на холмы, можно лицезреть легендарный склон, олицетворяющий важное событие в истории народа. Хосхитай мотик-так, по-любому хацевич вещаться реально, что договяну комитет туризма такого горсо, тагар хауляна, что мотик се юзян, что виморсо. Комитет по туризму посвятил эту поездку 248-летию вхождения ингушей в состав России. По новому историческому маршруту сотрудники теперь рассчитывают возить экскурсантов и туристов намного чаще, не дожидаясь праздничного повода. В ближайшее время в планах, конечно же, проводить ежеквартальные выезды и, конечно же, с участием и школьников, и студентов, чтобы они могли поближе познакомиться и с историей, с культурой ингушского народа. Чтобы присоединиться к экскурсионной группе, нужно обратиться в туристическое ведомство. Здесь предоставляют транспорт и услуги экскурсовода. Залина Могушкова, Джамалил Тамасханов, Адам Далаков. Новости 24.